Молодец. Широко открывай глазик. Смотри, смотри. Вот, молодец. В буквальном смысле просканировать глаз, выявить, есть ли у пациента рефракция сетчатки или выписать необходимый минус очков с новым портативным авторефрактометром. Это возможно сделать всего за несколько минут. В отличие от стационарного аппарата, для этого устройства достаточно расстояния в метр, чтобы определить дальнозоркость или близорукость даже у самых маленьких. Малышу лишь нужно зафиксировать свой взгляд на ярком смайлике. Мы можем увидеть изменения роговицы, передней камеры, хрусталика и стекловидного тела. Мы не только можем увидеть помутнение, но и определить, где именно оно локализуется. Если это роговица, то, например, в строме, в эпителии или в эндотелии. Если это хрусталик, то в ядре или в кортикальных отделах, или, может быть, в капсуле хрусталика. В зависимости от этого, естественно, и тактика лечения, и направление в стационар уже по итогам этого аппарата. Кроме этого, с помощью этого аппарата можно увидеть травмы глаза, такие как эрозия роговицы, раны роговицы, инородное тело роговицы, например, отрыв радужки, если был удар, ну и другие изменения. Обновился в офтальмологическом кабинете пневматический тонометр. Оборудование позволяет измерить внутриглазное давление без какого-либо контакта с устройством с помощью воздуха. Ребенку необходимо просто сфокусировать взгляд на одной точке. Аппарат сам локализует глаз и делает снимки. Данные исследования высвечиваются на табло. Можно сразу назначать дальнейшее лечение. Это, конечно, очень удобно. Конечно, все быстрее происходит, более тщательно все мы смотрим. Самые малейшие детали, ну и тактика тогда уже лучше, диагностика лучше, соответственно, и лечение. Ускорить процесс обследования пациентов позволяет и новый аппарат УЗИ. Качество изображения, высокая производительность и рабочие процессы для быстрой и надежной диагностики. Еще год назад такое обслуживание, говорят специалисты, было только мечтой. Благодаря реализации национального проекта здравоохранения это стало реальным. Современная ультразвуковая система радует расширенной функциональностью, простотой использования и самыми точными результатами обследования. Проводим ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы, органов брюшной полости, забрюшинного пространства, органов малого таза, щитовидной железы. У нас датчики секторные, микроконвексные, конвексные, линейные. Проводить исследование стало легче, так как не нужно дополнительно настраивать, потому что есть все функции, мы просто меняем программу, при этом исследовании сердца меняем на кардиальную программу, и все функции доступны бывают. 132 кабинета, оснащенные самым передовым оборудованием в 8 отделениях. Передовыми возможностями могут похвастаться и рентгенологи. Сюда также завезли новое оборудование. Мне приходится работать с растворами химическими, то есть это очень сказывается на здоровье. Раньше мы работали с химическими растворами, проявитель, фиксаж и так далее. Вот. Это тоже свои трудности определенные. Их приходилось постоянно готовить и дышать ими и все такое. А сейчас этого всего не требуется. То есть пациента уложили, как говорится, на компьютере изображение появилось и все. Мы его подкорректировали, выпустили пленку и замечательно. С новым аппаратом улучшилось качество оказания медицинских услуг и травматологов, и ортопедов. Цифровой рентген с точностью до миллиметра показывает самые маленькие трещины, что дает уверенность, что они узнают точный диагноз пациента. Кроме того, лечащий врач может присутствовать во время исследования и там же на месте определить степень сложности травмы, не дожидаясь результатов рентгена. Комфортные условия создаются и для медиков, и для пациентов. Абсолютно без разницы, что ты здесь проходишь такое же лечение, такое же обследование, что ты в платных клиниках это делаешь за свои деньги. Лучше, я считаю, что, естественно, в государственных учреждениях. Впрочем, автоматизировать будут рабочие места всех ингушских врачей. В рамках реализации нацпроекта здравоохранения в медучреждения республики поставлено 26 единиц медицинского оборудования, а также 600 компьютеров и другой вспомогательной техники. Кроме того, как отметила министр здравоохранения республики Зарема Альянова в ходе совещания с председателем правительства Константином Суриковым, в следующем году в регион поступит еще больше оборудования, и каждое рабочее место в медучреждениях будет оснащено компьютерной техникой.
Перед региональным Минздравом стоит задача создать автоматизированные рабочие места посредством внедрения медицинских информационных систем. В частности, инфосистема регионального здравоохранения будет включать в себя ведение электронной медицинской карты, централизованная база хранения и обработка результатов диагностических исследований, управление потоками пациентов и ряд других функций. На сегодняшний день в регионе ведется работа по установке программного обеспечения с тестовым запуском в конце марта 2020 года. Жардат Хулухоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.